То есть у него есть такой роман «Процесс». Там то же самое, он просыпается, да, там один в один с Солженицыным, а он-то не сидел, Кафка не сидел, то есть вот оно мышление, да, большого писателя. Он все это видит. То есть он тоже просыпается, его тоже, и он думает, вот если ко мне на работу пришли, я вам показал, а так, конечно, вы меня застали. Вот, то есть Кафка до Солженицына, до Сталина все это как бы уже проговорил. Интересно. Нам рассказывают, как и он, Солженицын, так вот трясет кулаками в своем архипелаге и говорит, ну почему мы все так молча шли? Почему мы молча так все шли? Потому что реально большинство, 99% людей не сопротивлялись. То есть их забирали ночью, они тихо, чтобы, не дай Бог, никого не разбудить. То есть, получается, тебя, можно сказать, на казнь будут, а ты боишься, как родственники пришли, да? Так, парадоксальная такая вещь. И он поражается, и он говорит, мы были кроликами. Он использует это слово, кролики, которых вот так вот резали. Да? И мы были глупыми, он говорит. А вот, кстати, вот здесь мы можем какой-то некоторый ответ найти, почему нас депортировали. Почему нас депортировали? Да, потому что, вот если вы читали, я не знаю, вообще слышали из рассказов Беглов, или читали Абдурахманова, он очень много факторов приводит к сопротивлению при аресте. Сопротивлений при аресте было много. Отстреливались, убегали, и вообще много проблем. Да. То есть добровольно, покорно не шли. Легче тогда общем от этой проблемы избавиться. Смотрите, здесь, если, во всем Сталине, кто написал 4 миллиона доносов? Кто написал это? То есть, это когда одни люди, это не Сталин же всех за руку выводил из домов, это миллион одних людей арестовывал и уничтожал миллион других людей. То есть это народ сам себя уничтожал. Обстановку кто создал? Что люди писали? Обстановку кто создал? Не, ну это понятно, я не говорю, никто не снимает ответственность. Я просто говорю, что Сталин, это все-таки, я не считаю его причиной, я считаю его следствием. То есть, когда у тебя что-то болит, потом что-то выскакивает, да, не это же причина, а это следствие болезни организма. Вот к этому мы переходим. Организм разве не болен, если миллион одних людей убивает миллион других людей? Это и те один народ. У нас этого не захотели делать, да? Возможно, поэтому это одна из причин, почему от нас тогда решили в общем избавиться. Да? Но это так. Это... Да, мы переходим теперь к сути. Да. Это Троцкий. Джордж Орвелл его образ тоже использует. Если кто не читал, читайте. Это у нас товарищ Ленин, да? Которого Солженицын боготворил, пока не сел в тюрьму. Что здесь написано? Смерть буржуазии и ее прихоти. А здесь что? Вот главное слово. Да. Репрессия — это слово непонятное. Да? И это слово какое-то сухое, как и депортация. Такой термин, как будто отвязаться. Да? Вас депортировали, вы молодцы. Это сегодня депортируют из Турции, когда приезжаешь нелегально, тебя так вежливо. Да. А нас не депортировали, нас чуть не уничтожили. Да? То есть запомните, вообще обращайте внимание на слова. Это очень важно. Потому что словом иногда пытаются вас обмануть. Словом пытаются ввести в заблуждение. Мы уже говорили, если есть спор, возвращайтесь к определениям слов. Репрессия — это не то. Террор. Что такое террор? Вот кто такой террорист? Можете определить? Кто такой террорист? Вот. Кого боятся, кого пугают, чокаешься. Который взрывает. Человек, который не понимает, что он делает, держит людей в стране. Который не понимает, что он делает. Который держит людей в стране. Он понимает. То есть террорист — это тот, кто заставляет вас испытывать даже не страх, а ужас. Вы просыпаетесь в ужасе. Вот Сталин террорист. Сталин настоящий террорист, потому что при нем люди боялись просто дышать, правильно? Боялись разговаривать. Да и террора тогда не было. И так и Солженицын это понял потом. Он пишет: Радищев по обычаю того времени прекрасно знал, что его сыновья не будут тоже расстреляны, что их не отправят никуда, что они будут служить гвардейскими офицерами, что они наследуют все поместья. И все равно он отрекся от всех своих убеждений и просил пощады. То же самое Николай I не имел звезд, это все пишет Солженицын, арестовывать декабристских жен. Декабристов арестовал, но жен-то не трогали, пристали жен и детей, правильно? Ну, когда выписывает суть террора. То есть он доказывает, что это террор нам, Солженицын. Следствие по декабристам вели свободно, он говорит. То есть могли даже вопросы заранее принести, вот такие вопросы тебе сейчас будет задавать, ты уж подумай, такого в жизни не было, сам при Сталине. То
То есть при Сталине даже уголовный кодекс не давали посмотреть, что он свои права не знал. Понимаете? Тройка там все решила. Тройка не всегда была. Один период был. Да. Имеете в виду тройка судей? Да, она, по-моему, не весь период была. Я уже сейчас не помню, когда тройку убрали. Вот. Бакунин в исповеди униженно самооплевывается перед Николаем I и так далее, и так далее. И он дальше приводит пример даже нацистской Германии. И говорит, даже там не сказать, что такое террор. Он пишет, известия по 59 года читаем. Юлию Румянцеву берут во внутреннюю тюрьму гестапо, чтобы узнать, где бежавший из лагеря муж. А это не гестапо, это внутренняя тюрьма лагеря. Она отказывается ответить. Для читателя несведущего, говорит Солженицын, это пример героизма, да? Она тоже в лагере, муж в лагере, муж сбежал, ее в тюрьму, она отказывается ответить, молодец, герой. Солженицын говорит, а для читателя с горьким гулаговским опытом это лишь образец следовательской неторопливости. Плохо следователь работал с ним. Юлия почему-то не умерла под пытками и не была доведена до сумасшествия. То есть он это почему говорит, у нас это все, значит, практиковалось. Что у нас жен выхватывали и заставляли. И у террора есть одна очень интересная черта, которая... Почему вы так боитесь? Человек даже и к ежедневным убийствам привыкает. Но почему, знаете, что его ужас, это страх будет. А ужас, где эта грань, когда он ужас переходит? Сказать вам, ужас с террором связан потому, что террор зачастую иррационален. Вот запомните. В терроре есть непонятная, даже можно сказать, какая-то мистическая составляющая, которая люди не могут ее понять. Люди не могут понять, почему этого, почему того. Солженицын не может понять. По какому принципу? Когда ты не можешь понять, почему убили этого, арестовали того, когда ты не можешь понять, как эта машина работает, это неизвестность тебя еще больше ужасает. Она тебя пугает. Ты реально боишься больше неизвестности, чем этих даже казней. Многие, Солженицын описывает, многие уже ждали, быстрее меня арестовали только, чем так вот ждать непонятно чего, непонятно когда, непонятно за что. Они больше, вот, они были в ужасе, и даже некоторые радовались. Один священник, он бегал по всяким, Солженицын описывает, этим явочным квартирам. И когда его наконец арестовали, прям видно, что он обрадовался. Наконец-то. Да? То есть в терроре есть что-то иррациональное, непонятное. Тот же Уинстон, вот почему мы, да, Джордж Оруэлл это не российский писатель, но российские писатели, они не существуют на каком-то своем острове, да, вне зависимости от... Они где-то, все писатели, это все, мысль-то одна, общие пути мысли, мы уже сказали этот термин, да, Кафка, Оруэлл и Солженицын, Шаламов с разных точек видят одну истину, это общие пути мысли. Поэтому мы можем цитировать Оруэлла, можем цитировать Кафку, можем цитировать Шаламова, и это не навредит нам. И вот Уинстон пишет в своем дневнике, я понимаю как, но не понимаю зачем. То есть он говорит, я не понимаю, зачем все это происходит, зачем нас, если вы не знаете, кто не читал, он живет в тоталитарном государстве, он боится даже что-то там сказать, он даже врет мимикой лица. То есть ему дает какое-то пойло, каждый день он должен есть какую-то полуфабрикатную еду, и он должен радоваться. Он радуется. Или когда там, вот если фильм вы смотрели, вначале там 5-минутка ненависти, и показывают лицо Голдштейна, то есть главного врага, это Троцкий прообраз, и они должны его кричать, что они его ненавидят. И они на самом деле не ненавидят. Просто им приходится врать, чтобы они больше боятся, да? Или как описывают при Сталине, зачитают указ Сталина, все хлопают. Хлопают, и уже не могут хлопать, у них уже руки отваливаются, а боятся остановиться. Боятся остановиться. И в итоге этот случай, по-моему, то ли у Солженицына, то ли еще у кого, не помню, реальный случай. Хлопают, ну сколько уже, есть те, кто в обморок уже упал. Да? Но все равно хлопает. И вдруг один перестает хлопать, вот он только перестает хлопать, это директор сахарного завода был. Мгновенно все перестают хлопать. Но главное, все знают, что он первый перестал. Потому что почему? Да? Мгновенно. Его арестовали через пару дней. То есть Уинстон и Солженицын тоже не понимает зачем. Солженицын тоже. Поэтому он делает такой вывод. У власти сумасшедшие. Оруэлл делает такой же вывод. У власти сумасшедшие. Толстой делает такой же вывод. То есть, этот вывод нас на самом деле не удовлетворяет. Потому что мы-то поняли, мы как-то вот поняли, что террор, он непонятен. И вот для этого и так и осуществляет, чтобы было непонятно. Потому что эта непонятность, эта тайна, да, она больше пугает людей. Только так они будут в ужасе.
Да, поэтому, понимая как, но не понимая зачем, это очень важно было для тех, кто террор осуществлял. Почему это произошло, какие были люди и что с человеком происходило. И что нужно, чтобы этого не происходило. Потому что иррационально есть... Да, то есть вот вчера ты герой, мы говорили, сегодня ты никто. Это Солженицын, и это Солженицын. Кстати, Солженицын, ну ладно, об этом позже могу сказать. Солженицын, представляете, он писал письма в феврале 1945 года, где ну, не ругал, но критиковал Сталина. Знаю, что его письма читают. Почему? Он что, сумасшедший дурак? Да, может, ему уже все равно. Нет. Ему ничего не все равно. Просто он не мог поверить, что ему что-то за это сделают. Почему? Потому что он не верил во все эти репрессии, в то, что было. Мы читали ГУЛАГ, да? Нам сказали, но мы не верили. Он не верил, ну кто-то какие-то слухи, кого-то арестовали, значит он виноват. Просто так его не арестовали, его не арестовали. Белогвардейцы говорят, нас-то ни за что, но священник-то за что? То есть до последнего, да? Ну, а почему это происходит, я сказал бы позже. Чтобы вы как-то к этому его пути, к его пониманию какой-то доступ имели. Не 100% доступ, 50% хотя бы доступ, и это тоже великое дело на самом деле. Потому что такая есть истина, что если ты сам не хочешь понимать, да, сидя дома, например, вот Солженицына, может, вы видели это интервью, его спрашивают, вот вы считаете, что тюрьма это приносит пользу? Он говорит, да. А ему его не показывают, кто спрашивает, говорит, я не могу это понять. Почему, говорит, нельзя дома сидеть и все это понять? Потому что вы поняли в тюрьме. Почему я обязательно должен страдать? Тот говорит, это высокие люди, говорит, дома сидя понимают, то есть тонкой душевной работой. А нам с вами, говорит, надо в тюрьму попасть. То есть надо брать эти испытания. Пережить. Да, все это пережить. Вот он пережил, видите, видно, что он это пережил все.